Olmazsa 10 çaya kadar. Sayt bize. Nasıl çaklaşır? O ise o ara. Кира бабуя, хазбу. Глава Ингушетии лично проверил качество дорог в Насыркорте и в Магасе. زيوس مملك بالي شوي ديزل وقت مباري صحيح بلشنا صار ثاني شوي ديزل هو وقت تشانسيش يا شو عارف بوخت سرسيش نو صحابك ده أم شن ديزل شلت بير في ديزل شلت بير واقر بو. Совбез Ингушетии провел беседу с родственниками задержанных по факту нападения на пост ДПС в селении Яндаре. Воняет газом. Невозможно здесь дышать просто практически. Не на свой страх и риск предприниматель из Карабулака построил АЗС прямо у дороги, впритык к жилым домам. Сейчас разбираются. Я сам готовлю много сюрпризов для своего оппонента. И я надеюсь, что получится очень красивый и зрелищный бой. Участники вечера профессионального бокса, который пройдет в Ингушетии, сейчас тренируются в Пятигорске. Время спаррингов. Можно выбрать и отдельные города со своими достопримечательностями, или же полностью охватить именно равнинную часть города Ингушетии. По маршрутам, которых не ведал, что может предложить для заядлых путешественников Комитет по туризму, расскажет Залина Магушкова. Это новости 24. Добрый вечер. Возвращаясь из рабочей поездки в Москву, глава Ингушетии побывал в Назране, проверил состояние дорог на нескольких улицах. На сегодняшний день в юго-западном районе полностью заасфальтировано 11 улиц. Осталось еще столько же. В порядок приведено более 13 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Сейчас рабочие приступили к перекрестным направлениям и переулкам. Также глава республики пообщался с местными жителями. Olmazsa 10 çaya kadar. Sayt bize. Nasıl çaklaşır? O ise o ara. Кира бабуя, хазбу. Да. Основной yo'q здесь короткие улицы. Переулка чисто. Затем кортеж главы остановился у подъезда к Магасу. Ремонт дороги проводится за счет средств федерального бюджета и контрактный срок его завершения – июнь 2018 года. Первый этап проекта «Дорожное полотно до Аланских ворот» будет завершено через 3-4 дня. Помимо нового покрытия, на дороге после завершения ремонта в районе 18 этажек появится надземный пешеходный переход. Озеленение по осевой части в районе въездной арки Аланские ворота, и также будут приведены в норму съезды на Экажево и на рынок Магас. О ходе расследования нападения на пост ДПС «Волга-17» селения Яндаре говорили сегодня на встрече главы Ингушетии с секретарем Совета Безопасности. Так Ахмед Зейтов доложил главе региона о задержании 5 жителей республики, которые подозреваются в соучастии нападения. Все они сейчас находятся в органах МВД республики, и в их отношении возбуждены уголовные дела. Со слов Зейтова, в ходе задержания у подозреваемых изъято огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. На сегодняшний день задержано 5 человек, которые являются пособниками данного теракта. Обнаружено изъято как оружие, так и взрывчатые вещества. По всем изъятым фактам оружия и взрывчатых веществ территориальные органы МВД возбуждены уголовные дела, проводится дознание. Причастность или непричастность к совершенному теракту лиц, она проверяется, она устанавливается через правоохранительные органы. Со всеми родственниками, в том числе и за последние 2-3 дня, было несколько обращений родственников о том, что их дети задержаны в рамках проведения мероприятий по данному факту в городе Карабулак. По всем фактам их обращений мы провели профилактические мероприятия, мы обратились и к уполномоченному по правам человека. Уполномоченный по правам человека, в свою очередь, посетил место содержания задержанных лиц. Никаких нарушений, никаких каких-то недозволенных методов, способов в отношении задержанных лиц не применялось.
По крайней мере, на сегодняшний день мы провели встречу со всеми родственниками задержанных. Была беседа, в свою очередь, и родственники высказывают мнение, что они согласны на то, что если где-то их дети в чем-то повинны, чтобы в отношении них применялись только те законные методы и способы, которые, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, прописаны для правоохранительных органов. Надо будет максимально разбираться, вникать в ход расследования дела. То, что родственники, не контролируя своих детей, допускают вот именно отступление этих своих детей от норм закона, правил проживания, датов, обычаев, определенных вещей. То, что дети совершают преступления, в том числе и готовят различные террористические акты, участвуют там в расстрелах, в обстрелах, в убийствах. И родственники этих детей, которые когда-то были уничтожены и сейчас в розыске находятся, почему-то не думает о законе, не думает о насилии своими детьми над другими, об убийствах, о том, что их дети оставляют многих женщин одних с детьми, детей-сиротами. То есть они об этом не думают. Но как только их так называемого ребенка задерживают, они тут же начинают вспоминать про закон, про ненасилие, про уважительные отношения. То есть тысячи вещей вспоминают. Поэтому здесь надо эту профилактику проводить, объяснять. Понятно, что закон должен всегда превалировать, для этого у нас есть все институты, о том, что полночь по правам человека, есть надзирательные органы прокуратуры, то есть у них есть возможность в любое место обратиться и отследить тот или иной путь содержания или задержания своего ребенка. Сегодня родственники должны задаваться вопросом, почему к ним пришли, если подбросили, почему им подбросили. Вот если родственники, они пекутся за тех, кого задержали, и особенно за тех, кто находится сейчас дома, они должны об этом думать. И многие этого не понимают. Они еще больше дома об этом трезвонят, еще больше настраивают оставшихся дома детей против власти, против так называемых незаконных там, или там еще чего-то. И в итоге получают обратный эффект от этого. Им бы сейчас дома оставшихся там беречь, им рассказывать, что был неправ тот, кто задержан, что он попался в это там, поле зрения органов правопорядка, а он попался не просто так. У каждого из этих ребят задержанных есть след. Да, есть. Если там опросить там, тех же соседей, там, знакомых, даже это уже, даже неопределенным путем мы понимаем, что эти ребята там, ну, не в ту сторону дышали, грубо говоря. И хотя бы это должны признать. Разобраться, побеседовать, прийти и сказать, чем мы можем помочь следствию. Давайте мы говорим своего ребенка, чтобы он рассказал правду. Ведь сегодня же даже не только по тем, кто в розыске находится, а и по тем, кто задержан, тоже адаптационная комиссия работает. Работать мы им сказали в этом. Вот здесь тоже проработайте вопрос, обсудите с ними и проговорите. В Совете безопасности Ингушетии провели беседу с родственниками задержанных по факту нападения на пост ДПС в селении Яндаре, в результате которого, напомню, 1 сотрудник погиб, 4 получили ранения различной степени тяжести. Встреча проходит по поручению главы республики. Секретарь регионального совбеза Ахмед Зейтов призывает родственников задержанных в рамках расследования уголовного дела присматривать за своими детьми внимательнее. Они должны знать, когда, с кем их дети проводят время и чем они занимаются. Молодые люди в первую очередь должны заботиться о своих родителях, но вместо этого совершают необдуманные поступки. والله صار وقت شلون شويه حديث اخر زيوس مالي ديون وين مثل سيج مش بي زيوس مال نقبل شويه ديزل وقت مبري صحيح بشناخ صار سحني شويه ديزل هو وقت شلون سيج يا شو اربو خص سيج نو صحاب وقت ام شن ديزل شلق بش وي ديزل شلق بش واقر بو يا والله شو دوك قاردش حدوش مدات سوس عندها يا اشتغل لا جور زمن سحن ديزل خو شو مالك شو مش عفده سوس لا ترزامير مسنين سوني شوانيه نو وي ديزل فت وي ديزل وي ديزل يلا هي جباق مخبي يرسم استعداد بدي عندي هنا بتثبتش ده دي هن постоянно دي هن جي وور وسنة سديز انه ليل دي يجدوي ويسلي دوي خاص ده ويسلي ده شو كان ازق دي هن ودي هن يرج دي هن سما استعداد بي يرج دي هن جيزني ابلي سدي واقش ناه بكان وبعد اربع خاص شو حاجه اش دي هن سنه كربوخ
كرم بخنجي دي هنا ديال ماستر بوش ناخه طبعا ظلم حديد غيرش بوش ناخه ايش حكر اللاسي سا ايش ظلم ينياقد باخي بالين باخي هستغن اسبال حب بوشوان Родители задержанного Анзора Нальгиева в деталях рассказывают день, когда произошел теракт в Яндере. Сыну около 3 часов дня пришло сообщение от одного из преступников с просьбой отогнать его машину. Молодой человек уверял, что позже сам ее заберет. Но Нальгиев прочитал сообщение лишь в 6 часу, а уже через некоторое время произошла трагедия. И в правоохранительные органы он обратился сам и содействует следствию. Kortiška, ovo tija. Zmešili už djeg, kenki da vi, će djeg je natjera, će mešigiti ni montjera. Nemašen čik, da sam će djega, značu je vešan mašen. Čita bi dajki yoksu, uzlaktı noki je mašen, dajki mašen. Izmarke bu, ama suhada, kıtı zvukuyor ya, близких, так вот. Уполномоченный при главе Ингушетии по правам человека Джамбулат Аздоев по просьбе матери задержанного Нальгиева решил проверить, в каком состоянии молодой человек, и узнать, совершают ли против него противоправные действия. Исхамды суахая. Тацоцити шижах аз аяхтулах аз хант югужу. Может быть киря, может быть как-то. Хавикулах аз хайдих вожу курс. Да хамда цавилу шаву. Ничего противоправного в отношении задержанных не совершалось, уверяет и Ахмед Зейтов. А отец Зураба Дакиева, который также задержан, говорит, что его сын с преступниками лишь учился вместе. Их семья всегда была против проявления какой-либо агрессии. Цумолдер чама, цумолдер, уга ши жопку то сагут. Извие боку цан удя боку да сагут, цан сагу боку яна. Искамял дер касади. Искамш дина но там. Шулаш не дапуга цамолдер чука, цадапуга цамолдер сколько кен дапуга цамолдер. Юг камял дер да чоку дер. Жизни саг хату я усагут, я беку борус лачу. На сегодняшний день около 70 молодых людей удачно прошли адаптационную комиссию. Любой человек, нарушивший закон, может обратиться к участковому или в другие компетентные органы и сознаться в своих деяниях. Этим людям глава республики сам лично оказывает необходимую помощь. Более плотное, интенсивное контактирование с органами власти в первую очередь поможет вашим детям. У нас много, еще раз повторяю, пример есть, когда под гарантию главы республики у нас ребята вернулись в нормальное русло, работают сейчас среди нас, трудятся. Родственников здесь собрали прежде всего, чтобы разъяснить им, в чем подозревают их сыновей, и призвать содействовать работникам правоохранительных органов. Ни один человек, который любит и дорожит своим народом, не станет идти по неправильному пути. И если они мусульмане, то должны знать, что Аллах запрещает убивать людей. Но родители не должны оставлять детей без присмотра. Лейла Гайсанова, Новости 24. Обустройство дворов, обеспечение школ учебниками, создание рабочих мест и антикоррупционных схем. Все сферы жизнедеятельности охватывает общероссийское общественное движение «Народный фронт». Сегодня прошла ежегодная конференция, на которой были подведены итоги работы отделения за этот год и представлены предложения главе республики по улучшению качества исполнения указов и поручений президента страны. Репортаж Марии Местоевой. Общество и власть, честная и эффективная экономика, социальная справедливость. До начала самой конференции члены регионального штаба, разделившись на тематические рабочие группы, обсуждают насущные проблемы. Только после определения первостепенных задач и путей их решения они вносятся в повестку конференции. Сделано, конечно, многое, но предстоит еще больше. Удалось очистить многие стихийные свалки. Мы их сейчас свели до минимума. Конечно, в этой огромной работе мы видим, какие еще недостатки и просчеты. Всего на территории региона в рамках штаба создано 5 рабочих групп, которые стараются охватить все сферы жизнедеятельности общества. У каждой группы свои проекты, в рамках реализации которых решаются насущные проблемы.
В районе Плиева, значит, у нас онкодиспансер и фтизиопульмонологический центр. Значит, там мы предложили, нет общественного транспорта, вот мы предложили, чтобы облегчить доступ к этим учреждениям и для сотрудников, и для пациентов тоже, мы предложили организовать какой-то маршрут определенный, зафиксированный. Качеству повседневной жизни и условиям проживания уделяется не меньше внимания. Сейчас рабочая группа занята обустройством дворов многоквартирных домов. Детские площадки, озеленение, уголок для отдыха взрослых – все должно быть как полагается в развитых городах. Причем по выполнению плана уже есть и населенные пункты-лидеры. Это город Карабулак, дворовая территория, которая находится по улице Джабагиева, Асканова, Нефтяная. Да, там постарались строители, постарались люди, которые работали над этим проектом. Но мы там поставим такую твердую 4 с плюсом. С каждым годом, а программа будет длиться до 2022 года, до 2022 года, результат будет. А мы, конечно, призываем наших жителей, чтобы они принимали активное участие и высказывали свою активную гражданскую позицию. А вот обеспеченность школ учебниками, качественное питание детей в столовых и программы обучения, в том числе и в детских садах республики, мониторит рабочая группа «Образование и культура как основа национальной идентичности». Причем безопасности подрастающего поколения уделяется не меньше внимания. По итогам проведения мониторинга пешеходных переходов у школ в акции «Берегись автомобиля» для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях. Ну, нужно сказать, что не везде эти вот пешеходные переходы соответствуют тем условиям, которые они должны быть. Поэтому на это, конечно, нам нужно обращать внимание. Координатор рабочей группы «Честная и эффективная экономика» Мурат Хамадханов. Госзакупки, создание рабочих мест, антикоррупционные программы – далеко не весь список задач комитета. Руководитель группы считает, что такие форумы и конференции приносят свои плоды. Такие площадки помогают представителям госструктур, активистам и обычным гражданам выработать механизм взаимодействия там, где он необходим, и прийти к решению многих наболевших вопросов. Традицию антикоррупционных форумов ОНФ ведет с 2015 года. Просадка люков, обрушение края дороги, разрушение покрытия. Качеством дорог республики занимаются члены проекта «Карта убитых дорог». Многие улицы в городах уже отремонтированы благодаря плодотворной работе активистов. На карту, интерактивную карту Общероссийского народного фронта было внесено 32 дороги. Из них 4 дороги уже капитально отремонтированы, 3 дороги частично ямочный ремонт. Еще 7 дорог внесены в план ремонта до конца 2017 года. И уже планируется до конца 2017 года отремонтировать. И 2018 год у нас 4 дороги занесены в план ремонта. Вот такие результаты у нас уже есть. После конференции все разработанные предложения попадут на рабочий стол главы региона, чтобы Юнусбек Евкуров, опираясь на них, сделал соответствующие указания. А для более продуктивной работы фронта в скором времени создадут молодежное движение ОНФ, куда войдут активные молодые люди с твердой жизненной позицией. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. Того и гляди рванет. Примерно под таким дамокловым мечом живут на улице Заречная в Карабулаке. Там находчивый предприниматель на земельном участке, как выяснилось, непригодным для ведения бизнеса, организовал заправочную станцию со всеми вытекающими последствиями. Жалобы на подобные противоправные и небезопасные действия посыпались в адрес местной администрации и МЧС. Подробности у Саида Куштова. Вот так расположена заправка, вблизи дома. Мы не знаем, что делать, везде обращались. Рядом мост. Ежедневно проходят через эту улицу дети. Это обращение от жителей улицы Заречная быстро облетело сеть. Бекхан Атабиев здесь живет уже больше 15 лет. Он первый написал жалобу в администрацию города, под которой расписалось 40 человек. Житель возмущен, что заправочную станцию открыли буквально в 30 метрах от его дома. Воняет газом. Невозможно здесь дышать просто практически. Вот поэтому мы вот от имени всех жителей я обращаюсь ко всем, что это дело надо убрать. Пускай вот это дело расположит вон там, где на пустыре. Никто возражать этому не будет. Утром невозможно дышать из-за паров газа, жалуются жители. Они всерьез опасаются за свое и тем более здоровье детей, которые каждый день ходят в школу по этой дороге. К тому же заправку открыли впритык к проезжей части. Иной раз за топливом выстраивается большая очередь автомобилистов, что, ко всему прочему, еще и создает аварийную ситуацию на дороге.
شون يزجير ديون ملا بيت خبونا يعني حمس ولا ديون أي لا يرديون وجاز كلهم كتران تكون بيزا بيت ملا بيعش ديون دين بيس حيوار ذات حجة دير شون ده بعرف قوي ديون بوه بيعترتوا أربعة ناخد عليه اللي شو ديون ده شماشين زبرة دعيت شولا يديون سوق ديون تراستوس أريانو خل خيل شوز قدز يأس أواري خلش يعني يوقزيون. بقول تخوني ضيعش بقى خيتر رزق أخش بحنسي اشتحمل يوم مشتو. قيل هم حيلا يلاري وخم أدار تخنوق خدار. كاجد تشيشين تحم حدي أنا ميولي همها. По нормативам газовая заправка должна находиться не менее 50 метров от проезжей части и не ближе 300 метров от жилых домов. Пока она закрыта и решается вопрос с соответствующими органами, на каком основании ее тут открыли. В администрации за решение проблем взялись тут же. Выяснилось, что земельный участок, где открыли станцию, по документам не предназначен для ведения бизнеса. И будет выясняться, на каком основании владелец начал свое дело. Разрешение на открытие такого объекта выдается федеральными лицензирующими органами в лице Ростехнадзора, Комэкологии, Росприроднадзора. Данный земельный участок, вид земельного участка предназначен для использования под индивидуальное жилищное строительство, в связи с чем по обращению соседей и наших горожан нами выдано предписание на приостановление данного вида деятельности до приведения документов в соответствие. Более того, нами также проводится проверка на предмет правомерности выдачи разрешительных документов. То, что опасения жителей не беспочвенны, понимает и в МЧС. Газовый резервуар особенно опасен летом. При 30-градусной жаре станция может взлететь на воздух. Соответствует ли заправочная станция требованиям безопасности, еще предстоит выяснить. Но для этого требуется разрешение прокуратуры. Это объект, вообще резервуар, газовый резервуар, он не столько пожара опасен, сколько взрывоопасен. А там уже свои технические они должны соблюдать. Что касается водителей, то для них важнее другое. На заправку ездить далеко не нужно. И над тем, что местные жители живут рядом с новой станцией, как на пороховой бочке, видимо, мало кого волнует. Саид Куштов, Рамзан Миржоев, Новости 24. Жизнь без никотина. Сегодня Международный день отказа от курения. Отмечают его ежегодно, начиная с 1977 года. И вот неутешительная новость для тех, кто подвержен этой пагубной привычке. Легкие сигареты исчезнут в России. А с 15 ноября в стране меняется и дизайн пачек сигарет. Согласно новым правилам, изображения на пачках будут нанесены сверху на обеих сторонах упаковки, а не только на одной, как сейчас. Их размер должен быть не менее 5% от площади пачки. Причем предусмотрено использование самого неприятного, по мнению ученых, грязно-коричневого цвета. Кроме того, теперь нельзя будет наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания. Героями ринга станут бравые ребята, предпочитающие все-таки здоровый образ жизни. Напомню, вечер профессионального бокса ожидаем 9 декабря. Яркое спортивное шоу пройдет в Дворце спорта «Магаз». Сейчас спортсмены вышли на заключительный этап подготовки – спарринги. Тренерский штаб подобрал для участников топовых партнеров, которые не уступают соперникам по турниру. Обо всем этом подробно Хусейн Гагиев. Удары, давление, защита и скорость передвижения. Здесь все как в реальном бою, а иногда даже и тяжелее. Для Исы Чаниева в качестве спарринг-партнеров четвертьфиналисты Олимпийских игр Гайбатулла Гаджиалиев из Дагестана и Батыр Ахмедов из Крыма. Эти ребята точно не дадут расслабиться. На это и рассчитывает тренерский штаб. Ведь к поединку с филиппинцем Хуаном Мартином Элорде надо подойти в оптимальной форме. Я рад, что у меня есть такие спарринг-партнеры. И я многому учу сейчас. Я сам готовлю много сюрпризов для своего оппонента. И я надеюсь, что получится очень красивый, зрелищный бой. Я надеюсь, что я возьму эти титулы и порадую всех своих болельщиков, главу Республики Ингушетии, Хусейна Бузарханова. Это пока что то, что сидит у меня внутри, и то, что я хочу показать. Кстати, Гайбатулла Гаджиалиев из Дагестана узнал о предстоящем турнире из интернета и тут же связался со своим менеджером. Теперь и он в числе героев ринга. На профессиональном уровне Гайбатулла одержал 4 победы. Ингушетия, Дагестан – это братские народы. И надеюсь, что вся Ингушетия будет болеть за меня, поддерживать. Жду теплого приема. Вы так как рассказывали, что вас принимать очень тепло. Спарринг – это почти 70% подготовки к боям, так как если мы будем здесь щадить себя, так не подойдем в форме, на пиковой форме к боям, не надо щадить себя здесь.
За рингом мы все друзья, братья, сидим за одним столом, кушаем кусок хлеба, а в ринге уже бьемся на все силы. Спарринги позволяют боксеру оценить свои реальные силы, применить на практике то, чему учился на тренировках. А для тренера это возможность со стороны отметить недостатки бойца. Подсказки наставника дают результат. Заслуженный тренер России Башир Евлой воспитал несколько поколений именитых спортсменов, в их числе и чемпион Европы, участник Олимпийских игр Ислам Тимурзиев. Вот и эти ребята в свое время пришли к нему в зал совсем юными, а теперь доросли до чемпионских поединков. Кто, как не он, знает возможности ингушских боксеров. Для Исмаила Илиева главное в спаррингах не победа, а учебный процесс. Точно попадать и мало пропускать. Он с раннего детства меня не то что бокс учил, он меня и к жизни учил, много вещей много мне дал он, вот, помимо бокса. И постоянно вот присутствие его для меня очень важно. В бою может случиться все что угодно. У тебя может быть соперник там, или постоянно бегающий, второй номер, или постоянно поджимающий, или там корявый такой, своеобразный стиль бывает. Особенно это бывает в стиле мексиканцев. Мексиканцы вообще неудобный стиль бывает. Они бьют там под разными углами. И поэтому вот мы стараемся на тренировках как можно с разными спарринг-партнерами боксировать, работать. Представитель Малгобекской школы бокса Магомед Булгучев в ходе тренировочного процесса узнал, что его оппонент Никита Мирошниченко снялся с боя по семейным обстоятельствам. Теперь Магомеду, который сменил весовую категорию, подбирают нового соперника. Вот сейчас я чувствую лучше, чем раньше. Раньше у меня сил не хватало вообще. Сейчас силы есть, удар есть, выносливость даже лучше, чем раньше. Ну, сейчас проблем нет, я думаю. У кого-то удар сильнее и взрывной, кто-то взрывные удары у кого-то, кто-то техничный, кто-то лучше двигается хорошо. Ну, все эффективны, все хорошие спарринг-партнеры. Самый юный участник вечера бокса Игорь Адлейба из Абхазии. Бой в Ингушетии станет для спортсмена только вторым в профессиональной карьере. У меня спарринг-партнеры, именно с кем я боксирую, все ребята очень высшего класса. Мне тяжело, что с Исой боксировать, что с Кайдабулой. Они очень титулованные спортсмены. Я очень стараюсь не уступать, но они очень хорошие, что в физике, что в скорости, что в выносливости, что в классе бокса, они идеальные. Я на них расту просто. Я боксирую, беру пример с них и стараюсь тоже вырасти именно в боксе. Впереди у ребят не менее тяжелое испытание – процесс сгонки веса. Хусен Гагиев, Ахмед Парчиев, Новости 24. Первый дом культуры селения Сурхахи достроят со дня на день. Уже начались отделочные работы. Здесь предусмотрен не только актовый зал, но также помещение для различных кружков и тренажерный зал. Объект обеспечит рабочими местами 20 человек. До сих пор сельчанам приходилось использовать для сходов или торжественных мероприятий помещения местных школ. Страдал также досуг молодежи. Мадина Пугуева о реализации федеральной целевой программы. Начатое в селе еще этим летом строительство Дома культуры идет активным ходом. Несмотря на похолодание, рабочие трудятся, не покладая рук. Ведь уже через месяц бригаде строителей предстоит сдать объект. Самое сложное уже позади. Железобетонный каркас возведен. Теперь предстоит заняться внутренней отделкой. Основание подготовки заложить специальные основания сетка бетон залить дедес. Бетон то уже ардак атулар ковролин гандж аутер издедес. Еможет столбики шалда халия ардак подиум чуть выше будет вот это вот место. 180 посадочных мест полактового зала украсит ковролин, а в коридоре и других помещениях уложат плитку. Пока одна бригада рабочих занята основанием, другая приступила к штукатурке стен. Как только эта часть отделочных работ будет завершена, строители начнут шпаклевку и покраску. Параллельно благоустраивают и прилегающую территорию. Бульдозер выравнивает площадку вокруг ДК, а рабочие разбирают опалубки. Скоро здесь начнут установку металлического забора. Окна, двери заказали, их поставят, они начнут свою подсистему вводить. Кровлю сейчас делают, верхнюю часть над актовым залом закончили, актовый зал, чербол бесапсен, сетка хаба залить оснований.
Фасад из керамогранита, асфальтовое покрытие неприлегающей территории, бордюры и небольшая автостоянка. До завершения наружных работ осталось совсем немного. Как только объект будет готов к сдаче в эксплуатацию, новые рабочие места получат почти 20 человек. А вот местные жители и молодежь смогут не только собираться здесь на культурные мероприятия и встречи, но и проводить свой досуг с пользой. В Доме культуры будут функционировать кружки, секции, оборудуют библиотеку с читальным залом и помещения для занятий хореографией. وصاو هيجي يانكي تادي طور صايداش ليل دادو هم دستلتش مشي مسقه مزليل داش بدي تاس خلخر تاس لوزر ساقم داح شيشي خلخر شيشي تاس حمدوات تاخ вейдер дыттес шо яханныш бе. Первый дом культуры в селении Сурхахи станет одним из самых долгожданных подарков для местных жителей. Культурный центр расположился в самом центре села. А чтобы молодые люди смогли еще и заниматься спортом, в одном из помещений Дома культуры планируют открыть тренажерный зал. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24. Изучить времена года на родном языке теперь можно благодаря мультимедийному словарю. Его запустил культурно-просветительский центр «Ирис» еще в 2014 году. Теперь вышел новый видеоурок. Это отличная возможность глубже изучить ингушский язык, особенно для детей. С медиасловарем разучивают цвета, цифры и вообще познают окружающий мир. О проекте подробно расскажет Светлана Томова. Очередной выпуск уникального медиасловаря «Бери Дошлорг» издал культурно-просветительский центр «Ирис». Мультимедийный словарь обучает детей ингушским названиям различных явлений и предметов окружающей среды. Ер – четверг. Пярск – пятница. Этот обучающий интернет-контент для детей несложный, но в то же время эффективный для запоминания. Озвучивает Бери Дошлорг талантливая 13-летняя школьница Есира Евлоева. Борцак е – барсук. Барышдорг е – белка. Борз е – волк. Девочка признается, что благодаря этому проекту сама выучила немало ингушских слов и очень надеется, что подобные проекты будут очень востребованы не только среди детей, но и взрослых. Ведь немногие могут похвастаться, что владеют родным языком в совершенстве. Когда мне предложили участвовать в этом видео «Бери Дошлорг» озвучила, я очень с радостью согласилась. И в этом проекте я узнала много чего интересного для себя. И это полезно для семей, которые живут за пределами нашей республики. Они могут узнать очень много интересного и на русском, и на ингушском языке. Сохранение ингушского языка, его популяризация изначально стала одним из составляющих деятельности центра, так как эта работа многогранная. Авторы решили сосредоточить свои усилия и имеющиеся возможности на детском направлении. Есть такое направление, как сохранение ингушского языка и его популяризация, и поэтому, так как эта деятельность очень разнообразная, там можно по-всякому подойти к этому вопросу, мы решили остановиться именно на детском направлении, так как эта ниша, как нам кажется, менее освоена у нас в республике. И с этой целью, естественно, мы делали эти ролики. Первый выпуск «Бери Дошлорг» вышел в 2014 году. С тех пор Ирис подготовил 5 видеоуроков, рассказывающих детям о том, как на ингушском языке звучат названия фруктов, овощей, цветов и цифр. 1, 2. В очередном выпуске авторы учат маленьких детей различать и называть времена года. Формат видеоуроков очень популярен среди интернет-пользователей. Сегодня предпочитают короткий и яркий видеосюжет с небольшим объемом информации. Многие делятся своими впечатлениями и отмечают, что детям такие уроки очень интересны. На сегодняшний день у нас издано 9 видеороликов. И данные видеоролики, они отражают основные понятия, основные термины, те слова, с которыми сталкивается именно ребенок, который познает окружающий мир. Очень важно, чтобы ребенок с самого детства слышал родную речь, говорил на ней, чтобы впоследствии у него не было с этим проблем. Сейчас коллектив центра работает над выпуском еще 3 видеоуроков, которые научат детей правильно произносить на ингушском языке названия животных и птиц. Светлана Томова, Сурхо Кусиев, Новости 24.
Госдума в весеннюю сессию инициирует разработку законопроекта, согласно которому сим-карты могут стать идентификаторами личности. Изменения предлагается внести в один или несколько действующих законов о связи, о банках и банковской деятельности, о противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В дальнейшем также возможно, что через сим-карты можно будет оформить кредит. Отмечается, что для запуска инициативы необходимо создание госреестра сим-карт и ужесточение контроля за ними. Комитет по туризму предлагает маршруты для тех, кто не любит проторенные дороги и предпочитает посещать места, не попавшие в путеводители. Причем это достопримечательности не горной Ингушетии, а ее равнинной части. Один из таких маршрутов – Назрань историческая, который включает в себя посещение памятников и довольно нетипичных для туристов мест. Залина Могушкова расскажет. Назрановская крепость – один из пунктов туристического маршрута «Назрань историческая». Подобных сооружений XIX века на Северном Кавказе сохранилось всего два. Это каменное сооружение многие жители республики видели не один раз. Однако не каждый знает, как много интересных исторических фактов связано с ней. Когда об удивительных событиях, происходивших здесь много лет назад, рассказывает гид-экскурсовод, на крепость начинаешь смотреть совсем другими глазами. Достаточно услышать историю о нападении войска Магомеда Хаджи. Его войска шли на Кабарду, и его войско здесь остановилось и причинило вред женщине и убили собаку. И это не стерпели назрановцы, и таким образом они их избили и прогнали. После этого, как Магомед Хаджи узнал об этом, он со своим войском, войско было очень большое, и говорится, по историческим данным говорится, что среди его войска негде было упасть шапки. Настолько большое и плотное было это войско. Для сражения длилось около 2-3 дней. В итоге Магомед Хаджи вынужден был отступить. Назрановцы не были покорены. Назрановцы защищали крепость от имама Шамиля 3 раза, и столько же враг терпел поражение. Крепость играла стратегическую роль за счет того, что была возведена на возвышенности и тем самым давала преимущество в сражениях. Врагам приходилось подниматься вверх, чтобы напасть, но назрановцы переходили в атаку, прежде чем они достигнут стен крепости. Отсюда воины хорошо видели каждый шаг неприятеля. Большинство туристов, которые сюда приезжают, они удивляются, почему ингуши, почему защитники этой крепости могли так долго сохранять веру в себя, потому что без веры в себя люди не могут так быстро, так долго защищать одну и ту же крепость несколько раз. То есть, если они на них нападут один раз, и они подумают, что крепость уже была атакована, то есть в следующий раз они могут их захватить, то есть таких ощущений у них не было. То есть они были полностью уверены в своей защите. Это старая мельница, пожалуй, самый малоизвестный и нетипичный туристический уголок. Ей почти 140 лет. По словам гида, мельница была построена 16-летним Ахмедом Мальцаговым. Физически развитый юноша соорудил самую крупную из существовавших на тот момент 33 мельниц. За сутки она перерабатывала 2 тонны зерна. За счет течения реки вниз мельница уже автоматом начинала работать. Таких физических трудов, как наших древних ингушей, чтобы тереть 2 камня между, туда засыпать зерна, такой технологии не было. Просто надо было засыпать зерна именно в эту молольню, и она уже сама делала всю основную работу. Кроме маршрута «Назрань историческая», Комитет по туризму предлагает автобусные экскурсии по всем городам республики. Главная цель таких акций – обогащение знаний у подрастающего поколения об ингушских достопримечательностях. Экскурсии дают возможность любому желающему узнать побольше из истории образования разных уголков, культурных и природных объектов. Можно выбрать и отдельные города со своими достопримечательностями, или же полностью охватить именно равнинную часть города Ингушетии. То есть это Назрань, это Карабулак. Карабулаки — это также и археологические памятники, это могильники и курганы вторых и третьих тысячелетий до нашей эры есть сохранившиеся такие курганы. Тот же уже в городе Сунжи также такие же археологические памятники также присутствуют. И про них рассказывать много интересного узнать тоже будет довольно интересно.
Комитет в скором времени планирует запустить новый туристический маршрут по археологическим местам Аль-Юрта, Сурхахи и окрестностей Магаса. Маршрут предполагает посещение могильников, курганов и описание интересных находок. Залина Могушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.